Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире очередная передача в рамках программы «Конституция и мы». Хочу отметить, что нашу передачу мы посвящаем предстоящему Дню защитников Отечества. Это, безусловно, яркий праздник. Мы понимаем, что из поколения в поколение вопросы патриотизма, верности отчизне, они являются приоритетом, в том числе в государственной политике. Сегодня тема разговора – военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи как основа подготовки защитников Отечества. В этой связи мы пригласили в нашу студию директора якутского филиала Федерального центра войн, народного депутата Республики Саха-Якутия, командира штурмового батальона БАРЦ-2, кавалера Ордена Мужества, заслуженного тренера России по кикбоксингу Василия Ивановича Егорова, а также сопредседателя Якутского регионального отделения Общероссийского народного фронта, заместителя председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председателя Якутского регионального отделения Союза ветеранов Афганской войны, кавалера многих боевых орденов и медалей Валерия Алексеевича Лютова. Добрый день, дорогие друзья. Добрый Рад день. вас видеть. Мы дружим еще с комсомольских, с молодых лет. Я знаю Василия Ивановича как прекрасного спортсмена, как мастера спорта. Ну и Валерием мы создавали, Совет воинов-интернационалистов. АКОТ. Да, работали в системе оперативных комсомольских отрядов дружинников, да, вели уроки мужества в различных школах, создавали оборонно-спортивные лагеря и так далее. Ну, мой первый вопрос будет касаться вас персонально. Начнем, Василий Иванович, с вас. Вот, где родились, как учились, кто повлиял на то, что вы вот, проявляете патриотизм не только на словах, но и в конкретном деле? Ну, я родился в Чамайке. Раньше оно был районом Амги, а сейчас в данное время в Мегиноглазском районе находится. Я родился в 1962 году, 21 июля. В семье 8 детей, я самый младший. Угу. Ну вот, что вот послужило основой того, что вы в свое время поступали в Якутское педучилище, да, приобрели там специальность учителя физкультуры и дальше учились? Мы же нас воспитал Советский Союз, дети Союза. Поэтому у нас мышление и видение совсем другое, если сейчас посмотреть с ребятами нынешней молодежи. Поэтому, и это нам осталось. Мы не поменялись. У нас есть свои взгляды, потому что у нас взгляд никто не поменяет, потому что мы на этом жили и будем жить дальше. Угу. Так, Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, свою историю. Мне, как и всем в советское время, я, знаете, сразу скажу, что вот у нас красной строкой было прописано в Конституции, оно и сейчас есть, конечно же, но тогда особенно это чувствовалось, что каждый гражданин Советского Союза обязан защищать свою родину. И это выражалось во всем. Начиная с пионерии, в комсомоле, в школе, все готовились к армии, выполнить свой долг в армии. Все шли, как сказать, было уход в армию, это был такой праздник. Духовой оркестр, все как бы, это такое душевное такое какое-то было праздник, такой проводы. Я это хорошо помню, и это действительно во всем в Советском Союзе такое было единение. Вот. И мы действительно, я с Василием согласен, это же советское воспитание, вот это все влияло. Конечно, вот довелось, так скажем, судьба выпала, так карта выпала. Это служить в Афганистане, и не просто служить, а в специальных военных войсках, ВДВ, и это второй легендарный батальон, это не песни поют, там, где командовал легендарный полковник Кирымбаев, его еще называли афганцы «черный полковник», за него большие деньги давали, потому что мы не давали покоя караванам с наркотиком, с оружием, и вот этот батальон был усилен десантниками, разведротой. Вот эта разведрота, вот мне честь оказалась, и там у меня был командир такой, без ног, Радчиков.
Вот, герой Советского Союза. Вот это все, как говорится, вот Афганистан. Ну, сейчас, вот я тоже хочу сказать, что очень важно сейчас понимать, что ребята, вот якутские ребята, я вот как пример вам скажу, почему я горжусь нашими земляками. Я вот недавно совершенно, это вот были выборы, я был доверенным лицом президента Российской Федерации. И мне довелось побывать во многих госпиталях. И вы знаете, что я там оттуда вынес? Я всегда об этом буду говорить, потому что мне это тронуло действительно в душу. Потому что подходили ко мне ребята, раненые, на костылях, и они говорили: вы с Якутии, да? А вот наши, там у нас был там парень якут, у нас там ребята, да якуты такие, они охотники, такие молодцы. А вот меня вытаскивал, помогал из боя, а мне это, я там только такое слушал. И я был горд, меня распирало от гордости, что я многих знаю, позывные узнавал и так далее. И, конечно же, ребята, я посещал в первую очередь наших земляков, какие-то продукты, что-то поговорить и так далее, может быть, какие-то просьбы будут. И вот это вот дорогого стоит, что не услышать это не от чиновника какого-то, а именно от тех же ребят, таких же, которые прошли эти испытания. Да, вот замечательно. Я вот согласен, да, мы когда вот в школе были, уже малых лет мы уже готовились служить в армии. Если кто не служил, тогда был, позором считалось, или ненормальным, или слабым человеком. Поэтому все старались поехать служить в советскую армию. Угу. Ну, сегодня мы знаем, что 2025 год определен нашим общенациональным лидером, президентом Российской Федерации, как год защитника Отечества. У нас в Республике Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев объявил год защитника Родины. И вот в этой связи хотелось бы, Василий Иванович, спросить у вас, вот вы возглавляете якутский региональный филиал «Воин», центр «Воин», вот какие цели и задачи преследуют? Наша цель, задача – это конкретно воспитать патриота нашей Родины, защитника нашей Родины. Мы сейчас с ребятами уже с прошлого года уже работаем. Через нас центр обучения прошли 1700 детей. Эти дети не просто так обучаются, они большим желанием учатся. Сейчас у них потребность уже получилась. И вот когда они одевают военную форму, держат в руках автомат, совсем их вообще не узнаешь. А так патриотизм для нас – это самое главное, потому что если дети должны с малых лет любить свою родину, мы должны обучать их заранее, пока мост на другую сторону не отправили. Ребенок с малых лет любит своих родителей, своих братьев. Это очень много означает. Если он свою мать любит, отцу любит, своих сестер любит, он будет защищать свою родину. Тем более, когда подрастают эти дети, они должны заранее заниматься спортом, должны вести здоровый образ жизни. Но для чего делается? Чтобы нормальный человек, если будет, дети нормальные будут, взгляд совсем другой будет, здоровый образ жизни, когда ведет, он уже сам примером становится детям, своим подрастающим поколением. Поэтому роль воспитателя, роль учителя, роль тренера здесь играет большую роль. Вот вы где размещены, центр где находится? Территориально, может быть, наши телезрители? Нет, мы сейчас в данный момент находимся у Кулаковская, 24, Дом профсоюзов, 4-й этаж, 406 кабинет. А так заключаем договора и соглашения. По этим договорам мы приходим в школу и обучаем детей. То есть у вас создан определенный пул людей, которые непосредственно могут ребят обучить, да? Да. У нас, например, в штате у меня 40 человек, из них 20 уже инструктора-методисты, которые прошли СВО, специальное обучение. Вот на днях тоже мы ездили на Чеченскую республику, Гудермес, в школу Путина, спецназ Путина. Тоже там 2 недели обучения прошли, экзамены сдавали, и вот ребята тоже приехали, сейчас обучают. Замечательно. Валерий Алексеевич, вот мы вместе с вами организовали такой мощный проект. Это Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России, Якутское региональное отделение Общероссийского народного фронта на базе Якутского колледжа инновационных технологий.
во главе с Людмилой Николаевной. Немного расскажите вот смысл и содержание работы молодежного патриотического клуба, поскольку вы всегда являетесь там самым активным участником, докладчиком по разным злободневным вопросам. Да, вы правильно заметили, что этот клуб уже работает не первый год, 3 года, и большое вам спасибо, что вы были одним из зачинателей и автором этого клуба. Это молодежный клуб, молодежно-дискуссионная площадка. Она очень важна, потому что, вы знаете, вот то, что вот сейчас Василий рассказал, это военно-патриотическое воспитание. Это очень правильно, очень хорошая тема. Но это только одно из направлений патриотического воспитания. Патриотическое воспитание, оно должно быть шире, охватывать и те, которые занимаются искусством, занимаются спортом, занимаются какими-то другими, увлекаются. Сейчас IT, тихлы, и даже я вот не понимал, что такое геймеры, эти игры, да, а оказывается, мы, это будущее, вот смотрите сейчас туда, дроны, компьютерские, IT, это будущее, мы должны идти в ногу со будущим, ну и все, это молодежь, и ими надо передавать это. И то, что ребята занимаются в этом клубе и выбирают сами темы, которые им интересны, и там не просто не общаются между собой, спорят, это тоже важно, научиться выражать свое мнение, отстаивать свое мнение, но то, что там обязательно присутствуют эксперты, которые подскажут правильность или неправильность решения, но ни в коем случае мы не должны давить на ребят. Родину надо воспитывать, любить, не заставлять. Это чувство в сердце должно родиться. Правильно Василий сказал? Он должен любить родину как свою маму. Да, мама ругает нас, да, мама бывает строгая, не все так бывает хорошо в семье, но мы все равно маму любим. Вот так я объясняю. Так как сейчас работаю, пошел и думаю, что я правильно сделал, я пошел работать в институт кафедры воспитания и занимаюсь вот именно военно-патриотическим воспитанием. Не военно-патриотическим только, а вообще патриотическим воспитанием. И вот клуб, вот то, что вы сейчас сказали, это с чего начинается Родина. Мы сейчас рекомендуем методику эту, проводить такие дискуссионные клубы, площадки в школах отдаленных, где не всегда есть нормальный интернет и так далее. Можно обсудить, рассказать, любой фильм обсудить, любую проблему. Экология. Что такое экология? Говорит, ну а при чем здесь патриотизм и какое-то там озеро? Да потому что это озеро, это речка, это наша Родина. И защищая, когда выходит малый стар защищать свою речку, это и есть проявление патриотизма. Да, вот, Василий Иванович, вы кавалер Ордена Мужества, многих боевых медалей, вы являетесь командиром штурмового батальона. Вот якутские ребята проявляют себя на фронте с наилучшей стороны, о чем сегодня Валерий Алексеевич особо подчеркнул, да, общаясь с ребятами, которые в госпиталях. Вот мы имеем на сегодняшний день более 10 героев России. Вот что является первоосновой того, что сегодня якутские ребята очень котируются во всех подразделениях, особенно в передовых частях? Ну, самое главное, что мы находимся далеко от Европы. Оно нас так сильно не повлияло. Мы живем в своей жизни, мы любим свою культуру. Эта культура, когда человек находится у себя на родине, эта культура воздействует у него, и она никогда не теряется. Поэтому мы историю не забыли. Когда человек забывает историю, его спокойно направлять на другую русло. Поэтому вот для якутского народа, наших ребят, оно и осталось. И тем более у нас сам язык, которым сейчас мы разговариваем, оно тоже дает уверенность человеку, потому что мы живем в таком государстве, которое разрешает своим языком разговаривать. Поэтому вот ребята, когда туда идут, они уже подготовлены ребята, сам климат нас подготовил, мы живем в суровые условия, почти, если честно сказать, выживаем, оно дает нас легче находиться там и участвовать. Тем более, вот, когда человек суровую климатическую живет на севере, он устойчивый получается. Поэтому нам там находиться легче. А потом у них, например, все прекрасно знают, у нас мало. Если, дай бог, что-то назад или что-то неправильно сделаешь, вся республика знать будет. Поэтому это тоже влияет большую роль.
Но вы спортсмен, вот я как президент ассоциации Хада Спорт уже в этом году 33 года руковожу этим общественным объединением. Насколько вы думаете, влияет то, что игры наших предков, они вот сегодня культивируются, и мы стараемся воспитывать наших ребят вот в этом духе и крепко стоять на ногах, как Барбек Апсагай, всегда перетягивать палку на себя, для того, чтобы быть победителями, прыгать, у нас вот прыжковый марафон и так далее. То есть такие вот вещи, они насколько способны повлиять на формирование не только патриотических, но и физических качеств? Ну, если просто возьмем, да, вот перетягивание палки, да, тут работают все мышцы, заканчивая мышцами шеи, заканчивая мышцами лица. Поэтому оно влияет в организме человека то же самое. Физическое воспитание. И национальные виды прыжки то же самое полностью, когда вот прыгаешь на ковах или стanga, оно уже все разные мышцы работают. Поэтому не просто так придумали наши предки. Оно далеко смотрели. И они уже знали, какие виды спорта, какие национальные виды спорта нам влияют для нашей жизни, для развития нашего народа. То есть они связаны с традиционным укладом жизни. Ну и, конечно, вот правильно Валерий Алексеевич сказал, то, что есть национальные традиции, мы многонациональный народ Российской Федерации. А вот смотрите, национальный праздник ИСЭХ сегодня объединяет многие народы, и многие гости с других субъектов Российской Федерации, приезжая к нам, удивляются. И даже вот глава Республики Татарстан Миниханов решил здесь провести свой национальный праздник, да, и я думаю, здесь будет вот такое взаимопроникновение культур разных народов. Вообще, как вы относитесь к политике межнациональных отношений? Правильно Василий сказал, что вот чем мы сильны, вот у нас Саха традиции, чтит свои традиции, есть своя культура, история. И это же у нас у всех народов в России. Вот они же нас хотели много-много лет, они и хотеть будут нас поссорить. А мы, когда трудно, что получается? Наоборот, же вот так, как единый кулак, да? Собираемся и даем им отпор. И каждый силен по-своему. Бурят, якут, русский там и так далее. Каждый силен, потому что он опирается на то, что у нас есть в душе. Родиной, что мы зовем. Это малая родина, это двор мой, там город, республика, традиции мои, мама, бабушка, друзья, девочку, которую мы любим в школе, да, школьные года же мы помним, да, все, что по всем нам дорого. И об этом я говорю всегда с ребятами, что такое родина. Мы хорошо название придумали вот тогда. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. И вот с маленького. Ну и, конечно же, вот межнациональное, что мы уже сотнями лет живем, тысячи лет прошло, мы понимаем друг друга, мы чтим друг друга, уважение, прежде всего уважение к вере. Мы с мусульманами живем, мы научились уважать друг друга. И, конечно, есть радикальный ислам, он был. Но вот хотя бы я хочу сказать, что пример Чечни. Ведь народ-то понял, что жить в России в общей семьей выгодно и лучше жить в мире и так далее. И радикалов они просто прогнали, да. И сейчас что Чечня? Я бы тогда не поверил, когда Чеченская война была, что Чечня выставит 34 тысячи, извиняюсь, воинов за Россию воевать. Да, там не все чеченцы, там есть с других регионов приезжали, но это важно. И вот мне кажется, вот этим сильна наша страна, что мы как единый кулак собираемся и живем вместе давно и поддерживаем друг друга. И то, что вот я хотел бы сказать, что не только разрешено там говорить, это неправильно разрешено, это поддерживается. Каждая у нас традиции, развитие языка, традиции, культуры. И я с удовольствием хожу и на ИСЭХ, и мы чтим этот праздник. И да много можно передать вот таких вот обычаев, да, там, и шаманы и так далее. Это есть в нашем, вот мне кажется, это и есть сила в этом нашей страны. Ну, безусловно, вот мир, покой, взаимопонимание между народами – это стержень развития России, и Якутия никогда не подводила Россию во все года.
в том числе с оружием в руках, защищая интересы нашей отчизны. Правильно? Вот мы ведем сегодня передачи, и в нашей передаче помогают режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. Мы уходим на рекламную паузу, встретимся, будьте с нами, интересный разговор. Еще раз приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. Сегодня очередная передача в рамках программы «Конституция и мы». И мы говорим о военно-патриотическом и физическом воспитании молодых людей, будущих защитников Отечества. Сегодня в студии вместе со мной находится Василий Иванович Егоров, который возглавляет якутский филиал Центра «Воин», кавалер Ордена Мужества, командир штурмового батальона «Барс-2», и Валерий Алексеевич Лютый, известный общественный политический деятель, который возглавляет сегодня одним из сопредседателей Якутского регионального отделения Общероссийского народного фронта, является заместителем председателя Общественной палаты нашей республики, кавалер боевых орденов и медалей. Ну, давайте продолжим нашу беседу. Безусловно, Василий Иванович, вот непосредственно что является мотивацией? Сегодня вот многие ребята подписывают контракты, уходят на защиту Родины. Я не думаю, что там только материальная первооснова. Что является вот первопричиной, на ваш взгляд? Все прекрасно знаем, в 22 году у нас мобилизация была. После этого уже начали выезжать ребята-добровольцы. А сейчас очень много ребята подписывают контракт. Он что дает нам, да? Все прекрасно знаем, сейчас боевые действия шли на территории Российской Федерации. Поэтому ребята, которые себя чувствуют защитниками Родины, они подписывают контракт и выезжают туда. Очень много ребят туда поехали, потому что они уже сами, сейчас мы говорили по патриотизму, у них патриотический дух уже высоко стоит, чем родня. Угу. Вот вы проводите различные уроки мужества, встречаете в школьных классах, студенческих аудиториях. Какая вот сегодня парадигма патриотизма? Что мы должны, какие формы, методы использовать? Вы знаете, все надо брать лучшее советского времени и использовать, идти в ногу со временем, использовать современный формат. Это должны быть такие какие-то художественные фильмы для подростков, патриотические, интересные, на уровне Голливуда, компьютерная графика, все, что привлекает молодежь. Это должны быть игры. Да, игры. Уже такие игры появляются, наши ребята талантливые делают, патриотические, когда именно в играх познается, что наша страна, нашу историю, а у нас величайшая история нашей страны, тысячелетняя история. Я всегда привожу пример, что Большой театр в 1776 году открылся, а после, через 2 месяца, только образовалась эта американская государственность. Вот насколько у нас история мощная и великая. И она победоносная, безусловно, победы везде. И мы об этом должны знать, рассказывать и говорить. И вот я хочу сейчас, пользуясь случаем, сказать большие слова благодарности Василию, всем, кто создал и работает. У нас есть такой центр подготовки воина, настоящих воинов, Баатур. Там ребята готовятся именно выполнять свой долг на передовой. И они добровольцы, подчеркиваю, добровольцы. И это Баатур себя показал, что ребята там проходят такой навык, что позволяет им выжить, прийти без ранений. И вот там хороший в этом смысле, очень хороший показатель. Ну, конечно, они все с орденами, с медалями. И вот то, что прославили нашу Якутию, то, что я говорил, что именно среди бойцов, среди других регионов воинов, якутский воин – это отважный и сильный воин. Это в том числе заслуга вот Баатур. Спасибо всем, кто готовит их ребят. Это Черкашин Иван, это Мартынов Николай, это многие другие инструктора. Перечислять не буду, но они знают, что большое вам спасибо. Это важно делать. И, конечно же, это поддерживается республикой. Каждый Баатур, каждый отряд провожает представителей правительства республики, Михайлов Игорь Николаевич, вот, и многие, вот, вы знаете, я хочу сказать, что вот чувствуется там у нас такой сплав
бывалых уже, мы уже старшее поколение афганцы, да, и мы приходим туда, и вот чувствуется там единение, вот братство бывает. Мы не делимся там, вот сейчас как нас стараются как-то вот на том, где-то в Москве там разделить, вот это чеченцы, это афганцы. Я всегда объясняю своим афганцам: ребята, то, что нас немножко сейчас забывают, чеченцев, афганцев, это не значит, что нас сейчас идет, надо все отдать, все уважение, всю помощь, всю нашу энергию для победы, для наших бойцов, чтобы они чувствовали поддержку вот своей родины. Поэтому очень важно это. Валерий Алексеевич, вы совершенно правильно говорите. Вот на самом деле, вот в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. И за все эти годы Якутия ни разу не подвела и не изменила своему выбору. Наш пророк Кулаковский Аксакулях Алексей Алексеевич говорил о том, что мы должны всегда жить рядом с русскими. Да? И вот здесь я хотел бы отметить, что и в Первую мировую войну, и во время Великой Отечественной войны, во время афганской кампании, чеченской, вот сегодня в рамках специальной военной операции, да, наши ребята проявляют себя с наилучшей стороны. Но мы должны сегодня особо подчеркнуть, что этот год 80-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому в каждой семье, конечно, мы должны уважительно относиться к великой исторической памяти, чтобы никто не смел переписывать историю нашего народа, великую победу, которую добыли не только на полях войны, да, но и в тылу, работая по несколько смен, не покладая рук, иногда и без сна, без отдыха. И вот, Василий Иванович, в вашей семье, может быть, тоже есть своего рода примеры, да, ваши предки, которые вот эту традицию продолжали. Ну, мой отец тоже участник Великой Отечественной войны, оттуда приехал инвалидом без ноги. Конечно, мы всегда гордились, что у него есть медаль, ордена. Всегда мы трогали. Отец, когда у нас 2 года, конечно, ушел с этой жизни. А те ребята, которые выезжают, у них, когда с ними тоже мы беседуем, они всегда пример показывают. Да, мой дед там находился, там воевал, мой отец там находился, воевал. Поэтому у них мотивация очень высоко стоит. И то, что сейчас вы сказали, мы, ребята, хочу сказать большое спасибо Черкашину. Вот, если он Баутур не создал бы, да, ребята, конечно, там тяжело, нам тяжело там было бы. Поэтому мы, те ребята, которые там находились, сюда возвращаются и ребятам помогают, становятся инструкторами. И как выжить, как там находиться, все полностью почти на 2 месяца или 1,5 месяца обучение проходит. А если вот так посчитать, посмотреть, у нас потери вообще мало. Те ребята, которые тоже контракт подписывают, тоже они приходят учатся. Те ребята, которые тоже подписали, к нам приходили, занимались, тоже у них выжимается очень высоко. Потерь вообще нету. Поэтому тут ребята, которые вот инструктора, которые там обучают, я тоже хочу сказать им большое спасибо. Они приходят, делятся. Ну вот на днях вот нашим ребятам, 29 ребят тоже пришли медали и ордена. Вот, Валерий Алексеевич, конечно, происходят некоторые изменения. 20 января вступил в должность Дональд Трамп. И самое вот приятное в его речи было то, что он говорил о том, что в США должно быть гендерное равенство, и мы признаем только мужчину и женщину. Мы не признаем там родитель номер 1, родитель номер 2, ЛГБТ-сообщество. Это будет вне закона. Получается, вот наша российская идентичность, наши традиции, исконные традиции, да, создания семьи, уважительного отношения к матери и так далее, это вот важно. Сегодня в Эль-Рияде мы все следили, насколько высокого уровня делегации во главе с министром иностранных дел, с госсекретарем США проводят переговоры по нормализации ситуации вот в нашем кризисе России и Украины. И тональность такова, что все-таки надо прекращать эту войну. Дональд Трамп правильно говорит, что в этой войне погибают молодые люди. И ваша точка зрения
что мы должны ожидать и в геополитическом плане, и внутри страны. Я не думаю, что сейчас есть повод расслабиться, но в то же время мы должны понимать, что есть какие-то позитивные сдвиги. Ваше мнение, как человека, который следит за этим? Ну, то, что Трамп признает общечеловеческие правила и традиции, и я бы ценности, как мы говорим, это уже радует. Но меня особенно порадовала его речь, вот буквально на днях, когда он уже второй раз это заявил, сказал на выборной кампании и сейчас. С кем вы собрались воевать? С Россией? Россия победила Наполеона, Россия победила Гитлера. Они умеют воевать, у них сильная армия, у них исторически, ну как-то он выразился там что-то, чуть ли не в генах умение воевать. И я с ним тут, хоть и понимаю, что он далеко не друг нашей страны, но я с ним тут полностью согласен. И вот, если сказать геополитически в целом, наверное, можно в двух словах так сказать, мы всему миру доказали такие вещи, что мы не продадим свои ценности, ни за какие ковришки, нас не запугать. Мы отстаиваем свою независимость и безопасность. Мы своих не бросаем, Донецк и Луганск, которые верят, не предаем. И мы доказали, что мы сильны. Мы готовы к любому развитию событий. Весь мир наблюдал и уже убедился, и тому показатель БРИКС. Мы не одиноки. И против, как говорится, истории не пойдешь. И Трамп начал, и кто за ним стоит, начал понимать, что с Россией надо договариваться, дружить, а не воевать. И мы только хотим от Украины только одно, чтобы у нас рядом была дружественная, мирная, безопасная, не угрожающая России страна, не убивающая людей на Донецке и Луганске и не пропагандирующая нацистскую идеологию. Вот что самое главное, наверное, мы показали всему миру. Совершенно верно. Василий Иванович, ну вот для воспитания патриотизма, что должно делать государство? Вы сегодня являетесь народным депутатом, законодателем, да, в том числе участвуете, значит, и в разработке, и в обсуждении проектов федеральных законов. Что сегодня должно быть приоритетом для нас? Но самое главное, государство должен всю работу вести для народа. Народ все решает. А государство, которое ведет народ, он должен помогать. Мы должны любить. Тогда, если народом общается, любит, а народ за ним куда угодно пойдет. Поэтому самая главная задача для президента нашей России – это должен работать на благо только нашей Родины и для народа. Ну вот, допустим, когда большое количество ребят, которые вот сегодня на фронте, потом настанет время возвращения, Валерий Алексеевич, в вопросах социализации наших фронтовиков, как проводится работа? Ну, мы должны, наверное, опять же опираться на историю, на наш опыт. Я имею в виду афганскую войну прежде всего. Потому что в советское время это начиналось, и какое-то время, когда мы возвращались в советское, именно нас уважение было проявлено, выдавали там всякие почести, квартиры даже было такое на производство, многим ребятам успели получить. И потом пошла вот эта пора перестройки, так заглядывая прошение дяде Сэму, заглядывали в рот, начали заглядывать, если выражаться образно, да, и в этот момент появились уже такие тенденции, когда многие чиновники нам стали говорить, а мы вас туда не посылали, а что вы там делали, не понимая, что мы так же, как сейчас на СВО, делали все, чтобы на территории Афганистана не было НАТО, баз НАТО, не было ракет Першинг среднего радиуса, и не было перевеса именно на стороне НАТО, что предотвращало ядерную, и, конечно, интернациональная помощь. Это не пустые слова. Она была действительно такая помощь, и до сих пор те бойцы, те, кто с нами воевал, мы их называем душманами, да, они нас называли шурави, советские. Но когда сейчас ребята приезжают на места боевой славы, ну, тянет ребят туда, где потеряли ребят, где были ранения, где воевали, и вот тем, с кем мы воевали, эти душманы, нас встречают хорошо.
хлебом и солью, если по-нашему сказать, ну, по-ихнему, может быть, пловом, там, да, и так далее, но самое дорогое. И нет ноги, нет руки, он с нами воевал, а он все равно к нам не имеет злобы. Почему? А потому что они увидели, сравнили, что творили, там, делали американцы, и как мы там были, строили, помогали, больницы, школы, все это работает. Один перевал Саланг, это сейчас по нынешним деньгам, примерно, мне сказали бы, он стоил $7 миллиардов. Это мы соединили 2 Афганистана, Паншерские горы. Вот это вот дорогого стоит, что показали мы всему миру, кто мы есть. Захватчики или же на самом деле, которые пытаются изменить мир к лучшему и обезопасить свою страну. Василий Иванович, ну вы заслуженный тренер России. В прошлом году наше Министерство спорта вошло в топ-3, да, как лучшие организаторы физкультурно-спортивной работы. Вот как вы оцениваете роль физического воспитания в воспитании будущих защитников Родины? Ну, это самое, человек, когда дружит с спортом, он заранее же готовится в службе Российской Федерации вооруженных сил и защищать свою родину. Это у нас должно быть стоять на первом месте. Это, например, история, физическое воспитание и начальная военная подготовка, обучение. Поэтому эти 3 урока должны быть сейчас на первом месте. Тогда у нас нормальные ребята придут, защитники Родины. Александр Николаевич, очень важно сказать, что сейчас идет подготовка в правительстве. Именно вот тот вопрос, помочь ребятам войти в жизнь, в мирную жизнь, существование профессии, обучение, переобучение с высокой заработной платой. Сейчас готовятся рабочие места, я знаю, в том числе на недропользователей. Это очень важно, испытывая то, что мы проходили в Афганистане, чтобы не повторять этот опыт. Сейчас, конечно же, другое государство. Сейчас никто не скажет, мы вас туда не посылали. Но мы должны помочь ребятам во всем. И вот то, что фонд создан, это вовремя и правильно сделан фонд поддержки СВО, президентский фонд, да, и это работает, но пока еще, может быть, вопросы не все могут решать. У нас есть вопрос, сложный такой вопрос, как военно-врачебной комиссии. Я не буду его сейчас рассказывать, но этот вопрос очень серьезный, помочь с этим надо. И много еще других нерешенных вопросов. И вот то, что над ним работают, над этими вопросами, не только фонд, но и правительство республики, это уже обнадеживает. Ну, безусловно, очень важно, чтобы со стороны государства было такое должное внимание, потому что вопрос социализации это очень важно. Вы помните, мы в свое время проводили слет воинов-интернационалистов. Перед нами были все члены бюро обкома партии тогда, да, ставили острые вопросы, которые начали разрешаться. Выдача квартир, выдача различных квот МЖК. На приобретение, да. Но сегодня вот накануне Дня защитника Отечества вы были гостями в нашей студии. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы были с нами. Действительно, вопросы военно-патриотического и физического воспитания молодежи, они должны выйти на передний план. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех защитников Отечества с наступающим праздником. Этот праздник святой праздник, это праздник целого ряда поколений, которые всегда готовы защищать Родину. Поэтому будьте достойны памяти тех людей, которые всегда стояли на страже интересов нашей Российской Федерации. Большое спасибо всем, до свидания.